Это первые костюмы из постановки спектакля «Арзых кыз». Сейчас эти костюмы лишь экспонаты в музее. 29 лет назад актеры Крымско-татарского музыкально-драматического театра произвели в них фурор на сцене. Пьеса Юсуфболата «Арзых кыз» стала символом возрождения национального театра после незаконного выселения коренного народа. Мы могли снова ощутить вкус своей культуры, когда мы могли по-новому увидеть со сцены вот это богатое наследие, которое осталось от предыдущих поколений. И очень интересно тем, что старшее поколение играло на сцене вместе с молодыми актерами. Уникальный театральный реквизит, сценические костюмы и фотодокументальные материалы разных лет. Выставка «Крымско-татарский театр. Годы, люди, судьбы» знакомит с яркими страницами богатой истории Крымского государственного татарского театра первой половины 20 века и современного Крымско-татарского государственного академического музыкально-драматического театра. В 1997 году спектакль «Макбет» принес мировую славу актерам нашего театра. В Шотландии на Всемирном шекспировском фестивале зрители отметили его за оригинальность прочтения. Сусана Барабашева служит в Крымско-татарском музыкально-драматическом театре более 20 лет. За это время ею сыграно более 30 ролей. Одной из них является роль госпожи Журдены в спектакле «Мещанин во дворянстве». На крымско-татарском этот спектакль назывался «Курми Муждадзикян». Его перевел наш любимый поэт Шакир Селим. В этом спектакле я играла роль госпожи Журден, вот в этом костюме. У крымских татар богатое театральное прошлое еще со времен Крымского ханства. Неизменно на протяжении нескольких веков в столице храма Мельпомены оставался Бахчисарай. В 1923 году театр получил официальный статус национального и переехал в Симферополь. У его истоков стояли корифеи крымско-татарской культуры. Это Абламит Умеров, который известен нам как актер и как общественный деятель, и замечательный публицист, коллекционер, который начал свою деятельность с театра. И Бадулла Грабов, актер, которому были подвластны различные амплуа. Джемиль Асанов, актер тоже очень неординарный. Айша Дитанова – это одна из легенд нашего национального театрального искусства. Нуриет Джетере совместно в спектакле «Путаница». Айша Дитанова, Нуриет Джетере. Выставка – отличная возможность приобщить молодое поколение к театральному искусству и формированию интереса к истории единственного в мире театра крымских татар. Сегодня Исмаил Аджа говорил о тех 119 постановках, которые остались в небытие. Хотелось бы их восстановить. Это вот новый вызов крымско-татарскому театру уже вот в том виде, в котором он сегодня функционирует. Хотелось бы, чтобы они также взяли бы миссию на себя не только культурного рупора, но и в части восстановления, исследования, восстановления исторической памяти крымско-татарского народа. В течение года таких выставок должно быть больше, потому что у крымско-татарского театра была и есть богатая история, о которой нужно постоянно рассказывать. Выставка продлится до конца октября. Все желающие могут посетить ее в Симферополе в Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия. Айша Шулакова, Эльдар Заитов, телеканал «Миллет».